Добрый день, меня зовут Максим Блинов, я ижевский историк, руководитель культурно-исторического клуба «Антей». Совместно с Национальной библиотекой Удмуртской республики мы рассказываем об исторических зданиях Ижевска. И сегодня я расскажу вам об истории дома 171 по улице Вадима Сивкова. Дом 171 расположен в квартале между улицами Ленина и Советской на улице Вадима Сивкова. Улица Вадима Сивкова носит свое имя в честь героя Советского Союза, нашего земляка, с 1970 года. До этого ее название было улица Ленина, а до революции, до 1918 года, она носила название Церковная улица. Церковная не случайно, здесь располагалось как минимум два храма, пророк Илинский и Михайловский собор на вершине, на Красной Горке. Ну а на месте нашего героя, дома 171, находились дома соборного духовенства, священнослужителей, которые работали в храмах Ижевска. Дом номер 171 был построен в 1928-1929 годах, о чем нам гласят даты на фронтонах, на левом и правых фронтонах дома, а также на аттике изображены 4 буквы ГОМХ. Городской отдел местного хозяйства. Такая организация, которая в 20-30-е годы ведала жилищным и коммунальным хозяйством Ижевска. Собственно, под эгидой городского отдела местного хозяйства и строили этот дом. Архитектор дома Ольга Богданова назвала проект этого дома «Донат» в честь своего новорожденного сына. В 1928 году Богданова выиграла архитектурный конкурс, и ее дом занял призовое место. Дом Гормистхоза – один из первых многоквартирных кирпичных домов в Ижевске. Он был рассчитан на 27 квартир, 3 подъезда, 3 этажа. Средний подъезд имел вход как спереди, так и сзади. Этот дом предназначался для руководителей республики и города Ижевска. В 1930-е и в последующие периоды здесь проживали руководители областного комитета партии, а также сотрудники и работники комсомола, военные, руководители милиции, прокуратуры, народные комиссары и министры впоследствии промышленности, Удмуртии, прокуроры и другие руководители различных ведомств Удмуртии. Среди жильцов этого дома были такие люди, как Андрей Васильевич Тронин. Он был председателем Совета народных комиссаров Удмуртской ССР. Его сын Аркадий Андреевич Тронин был профессором УДГУ, доктор исторических наук, преподаватель университета. Вся семья Трониных жила в этом доме с 30-х по 50-е годы. Также здесь жил Ситык Оксанович Касимов, военный комиссар Удмуртии, один из тех, кто готовил солдат для отправки на фронт в годы Великой Отечественной войны и готовил их сам фронтовик. И Корнил Ильич Шибанов, он был первым секретарем ЦК ВЛКСМ, то бишь комсомола, в Удмуртии многие годы. Под первым и вторым подъездами этого дома находились русская печь, водогрейный котел. В полуподвальных помещениях все это располагалось. Там же были жилые квартиры, где проживали обслуживающий так называемый персонал. Это уборщица, это дворник дома. Также жил человек по имени Габдрахман, который ремонтировал разные предметы, вещи, обувь, бытовые приборы. Человек очень рукастый, его запомнили многие жильцы этого дома. Во дворе находился большой сарай на 9 секций. В каждом сарае был также небольшой ледник, который использовался в качестве холодильника. Даже летом там сохранялся лед. Также были дровяные сараи, поскольку дом отапливался с помощью дров. И в подвале стояла одна большая ванна, в которой иногда жильцы дома стирали одежду, но мылись там крайне редко. Ванных комнат в помещениях отдельных не было.
Мыться ходили, как правило, в баню, в общественную баню. Туалеты уже были на тот период. И были специальные ассенизационные колодцы, куда канализация стекала. Ну а с помощью специального насоса приезжали ассенизационные службы и забирали отсюда содержимое. Кроме того, некоторые жильцы дома держали здесь скот. Во дворе дома была коза и даже куриц. Некоторые из жильцов тоже имели. У дома сохранилось несколько интересных деталей, в том числе старых деталей. Козырек дома, кронштейны от труб, табличка при входе в дом, где читается надпись «Улица Ленина». Сейчас, напомню, улица называется Вадима Сивкова, с номерами квартир в подъезде, а также с другой стороны есть подобные. Люк с надписью «НКС телефон», Народный комиссариат связи, причем прямоугольной формы. С противоположной стороны также есть фрагмент ограды, сохранившийся очень старой ограды, и другие детали, среди которых деревья, которые растут напротив. Напротив дома до сих пор растут липы, посаженные одними из первых жильцов дома. Этим деревьям уже больше 80 лет. Если вы хотите подробнее познакомиться с историей дома, рекомендую вам к прочтению книгу «Ребята с нашего двора». Авторами ее являются жильцы этого дома Аркадий Андреевич Тронин, Эрнст Сатыкович Касимов и Олег Корнилович Шибанов. Ее вы можете найти в Национальной библиотеке Удмуртской Республики. На этом на сегодня все. Смотрите наши видеоролики в группе Национальной библиотеки Удмуртской Республики, а также приходите на экскурсии культурно-исторического клуба «Антей», подписывайтесь на группу Кик Антей ВКонтакте, а также в Инстаграм, и до новых встреч!